Пока Украина следила за увольнением прокурора Шокина, в парламент был тихо внесен закон про особенности управления отдельными территориями Луганской и Донецкой областей, в которой появляется новый орган – Межобластное территориальное управление «Донбасс». Закон тут внесли депутаты оппозиционного блока, некоторых из них ассоциируют с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, когда-то хозяином Донбасса. И на фоне сообщения о том, что его партнер, его человек может стать главой Донецкой администрации, вполне вероятно, что территория Донбасса опять вернется под контроль Ахметова. Там избирается свой типа президент, формируется свой типа парламент и свое правительство. Эти органы власти имеют чрезвычайные полномочия. Они имеют полномочия заключать договоры внешнеэкономические с иностранными государствами или субъектами, прописано так и субъектами Федерации, Российской Федерации. Они имеют право формировать свои силовые структуры. Понятно, что это бомба в фундамент украинской государственности, поскольку даже автономная республика Крым в составе унитарной Украины не обладала такими полномочиями. Удивительным образом по времени все это совпало с информационным вбросом о том, что есть некий план Медведчука, который предусматривает передачу властных полномочий на Донбассе Ринату Ахметову, а в Луганске Юрию Бойко. Это не тот вариант, который приемлет, собственно, то руководство ДНР, который есть, потому что накануне все люди Рината Ахметова и структуры, которые были с ним аффилированы, были просто высланы из Донецкой Народной Республики. Штабу Ахметова постоянно мешают завозить продукты, им запретили вести рекламную кампанию, они не могут больше печатать газет. Это подтверждает только то, что если против этой силы борется, значит она в свою очередь пытается что-то сделать. Я считаю, что этот парламент никогда за такой закон не проголосует. Но очень важно, что таким образом тестируется общественное мнение. Украинское общество гораздо более зрелое, чем украинские политики. В этом плане Украина 2016 года отличается от Украины Януковича, к которой так привыкли господа Ахметов и Медведчук. Никакая сила не бывает настолько большой, чтобы заменить власть. Когда бы сила не сталкивалась с властью, сила всегда капитулирует.